СО2, СО4. Ну теперь, пожалуйста, сперва вспомним все химические свойства кислот. Так, кто скажет, какими химическими свойствами обладает вообще кислоты? Надя? Быстрее. Так, первое. Химическое свойство Действует. действует на индикатор. Так, дальше. Все взаимодействуют с основанием, получается соль и вода. Так, Взаимодействуют с основным оксидом, получается соль и вода. так. Взаимодействует с металлом, при этом получается соль и водород. Вытесняется. Вытесняется водород. Так, почему здесь водород стоит? Кто скажет, как надо сказать? С металлами. Стоящими перед водородом. Да, водорода. Так, хорошо, дальше. Взаимодействует с солями, получается соль. Новая соль. Новая соль и кислота. Кислота. Так, мы с вами проходили общие свойства кислот. Так, сейчас конкретно познакомимся с серной кислотой. Так, кто напишет на доске диссоциацию серной кислоты? Так, что кто желает? Кировогорницы, пожалуйста, напишите диссоциацию серной кислоты. Так, говорит, диссоциирует. Говори. Так. Ага. Быстрее, да, ага. Хорошо. 4. Так, что надо? Так, ну кто скажет, на что диссоциирует? Еще? Так, написано правильно или нет? Так, ну, Надя. Диссоциирует на катион водорода и на анион сульфата. Сульфата, садитесь. Так, все записали, да? Так, теперь мы определяем ион водорода или катион водорода. Пожалуйста, определите. Потом скажете, как определить. Сейчас пергамент. Теперь стягиваем с ручками, я Канада. Сейчас определите катион водорода. Так, ну, кто скажет? Таня, катион водорода как определяем? Умордута? Умордута, когда мы это? Так, все быстрее. Так, ну как определяем? Ага, действуем индикатором. Какие индикаторы у вас имеются? Метилово-оранжевый, еще? Синий, лампа, кислота? Краснеют. Хорошо. Так, значит, от присутствия иона водорода индикаторы изменяют окраску. Так, теперь, ион сульфата как определяем? Кто скажет? Это вы посмотрите свойства ионов. Так, ион сульфата как определяем? Лена, быстро. Из таблицы. Эти таблицы попробуйте. Свойства ионов. Таблица свойства ионов. Так, свойства ионов мы с вами проходили. Таблица. Так, Надя. Взаимодействует барьер. Ионом
бария. Так, взаимодействуем ионом бария, при этом попадает белый молочный так, белый молочный осадок характерной реакции. Садитесь. Значит, ион сульфата определяем ионом бария. Это мы проходили, когда проходили тему свойства иона. Так. Теперь мы сказали в предыдущем уроке, что серная кислота какая? Ага, это какая таблица? Техника безопасности. Если серная кислота попадет на кожу, что делаем? Кто ответит? Кто ответит? Скоро не отвечайте. Так, ну, Таня, пожалуйста. Ага. Так, дальше стряхиваем. Дальше что делать? Вымываем воду. Да. На сколько? На 5 минут. Какой водой? Теплой водой. Так, хорошо, садитесь. Следующее, если в глаз попадет. Так, Дуня. Промыть глаза водой 10 минут. Ага, на 10 минут промываете. Дальше. Обязательно обратиться в медфон или врачу, да? Так, хорошо. Следующий у нас, если попадет внутрь пуля. Промыть желудок. Промыть чистой водой. Так, не менее 3 раза. Так, дальше что делаем? Вызвать скорую. Вот, обязательно вызвать скорую помощь. Так, хорошо, садитесь. Ну, перед вами имеется серная кислота. Это серная кислота 2%, поэтому безопасная. Так что слишком не бойтесь. Работайте только аккуратно и внимательно. Хорошо? Так, хорошо, теперь, ну, все-таки соблюдайте правила, технику безопасности. Теперь приступаем к изучению следующего свойства. Второе химическое свойство перед вами имеется, так, взаимодействие с чем? Основанием или что говорим? Гидроксидом. Перед вами имеется что? Гидроксид меди. Какое это вещество? Покажите вот так. Гидроксид меди. Так, все нашли, да? Это какое вещество? Жидкое. Нет, действительно твердое вещество. Осадок имеется, так ведь? Так, синий осадок. Хорошо. Взаимодействуем с серной кислотой. Так, кто желает на доске написать уравнение реакции? Так, ну, Надя, пожалуйста. Так, здесь. Все записываем. Сперва сделайте опыт, потом записывайте уравнение реакции. Реакция идет. Так, реакция идет или нет? Сделали? Так, вы говорите то, что пишете. Серная кислота взаимодействует с гидроксидом меди. При этом получается соль. Купрум. С4. Так, как называется? Сульфат меди. Так, соли серной кислоты называются сульфатами. Получается еще Соль и вода. вода. Так, ну реакция идет? Идет. Как вы заметили, что реакция идет? Вот осадок исчезает. Так, хорошо. Правильно написано? Так, и здесь выпадает. Здесь имеется осадок. Осадок там вот так. Так, какой цвет осадка? Какой цвет? Голубой или синий. Так, ага. Все так написали? Так, внимательно посмотрите.
Надо что делать? Уравнивать. Имя для чего уравнивать? А? Вода? Водорода. Водорода здесь сколько? 4. Так, теперь реакция идет или нет, вы сказали только по признакам. Теперь мы должны доказать, что реакция идет в свете теории электролитической диссоциации. Значит, что надо написать? Полное Ионное уравнение. Вот записываем все. Тогда все записываем. Как надо работать, что надо использовать. Все посмотрим, что? Таблицу растворимости. Оля Декабировна. Все смотрим на таблицу. Однако, что вы пишете, говорите словами. H24 на катион водорода и на анин. Ага. Так, еще получается. Гидроксид меди не растворяется. Так. Все слушаем заодно все. Повторяйте то, что говорит Надя. Купрум СО4 растворяется. Купрум 2 плюс СО4 2 минус. Вода не растворяется. Дальше что делаем? Сокращаем. Да. Потом Записываем. записываем совершенно ионное уравнение. Так. Ну, сокращенное ионное уравнение говорит о том, Что реакция. реакция, идущая с изменением степени окисления. Это изменение степени окисления идет, что ли? Сокращенное ионное уравнение что говорит? В реакции участвует только какое вещество? Купрум и ион водорода. Они участвуют, а остальные не участвуют. Хорошо, садитесь. Так, следующее химическое свойство. Так, третье. У вас перед вами имеется черный порошок. Это какой оксид? Основной оксид. Как называется формула? Черное вещество. Купрум. Оксид меди. Купрум. Так, пожалуйста, следующее уравнение. Кто желает написать? Так, пожалуйста, напишите. Лена. Это полностью. А вы сделаете опыт. Так, говорите то, что пишете. Когда я объясняю, всегда вам. H2SO4 плюс купрум O2. Купрум какой двухвалентный. Кислород двухвалентный. Так, равно H2SO4 купрум. 4 Так, плюс. плюс H2. Да. Все. Значит, это получается что? Соль и вода. Вот эта соль как называется? Сульфат меди. Хорошо, садитесь. Так, ну реакция получается.
Как заметили, что реакция идет? Изменяется? Видишь, что мало вы взяли? Зеленеет. Значит, вот, получился раствор коли. Очень хорошо. Хорошо. Дальше. Четвертое химическое свойство. Четвертое химическое свойство. Так, взаимодействует с металлами, стоящими до водорода. Перед вами какой металл? Цинк. Цинк. Реакцию. Кто желает написать на доске? Надя, пожалуйста. Так, доску закройте. Так, какая реакция идет? Реакция? Син какое вещество? Простое вещество. Значит, идет замещение. Вот, посмотрите. Син заменяет чего? Водорода. Вот водорода заменяет. Так ведь? Значит, это реакция замещения. Так, напишите. Уравнение написано правильно. Так, теперь пишите полное ионное уравнение. Так, у вас реакция идет? Идет. Как заметили, что реакция идет? Вот, выделяется. Что? Газ выделяется. Значит, это какой газ выделяется? Водород. Так, Надя, говорите то, что вы пишете. Так, серная кислота дезинтегрирует С водородом. на ион водорода и так, цинк, Нейтральный. простое вещество. Так, здесь степень окисления. 2 плюс. Так, СО4, 2 минус. Так, хорошо, дальше плюс. H2. Тоже нейтральный. Значит, это вот теперь записываем какое уравнение? Сокращенное. Все записываете, да? Ага, все работаете. Всем понятно то, что записывает. Так, ну теперь сокращенное ионное уравнение о чем говорит? Идет? Какая реакция? Подожди. Сокращенное ионное уравнение о чем говорит? Говорит, что Это какая реакция? реакции нейтральные. Какая реакция? Я что показываю? Вот, посмотрите, я что показываю? Так, что изменяется? Степень окисления изменяется. Вот поэтому говорим, что это окислительно-восстановительная реакция. Значит, сейчас мы должны найти что? Окислитель и восстановитель. Так, что вы записали это, Надя? До реакции? Цин нейтральный. Так, что делает? Отдает? Так, является окислитель. Ой. Смотрите, вот так. Восстановитель. Значит, отдает электроны, восстанавливает. Восстановитель.
Следующий элемент. Так, давайте, найдем. Углем водорода получает варку. Является окислителем. Является окислителем. Так, хорошо, следующее. Садись. Следующее свойство. Перед вами какое вещество? Какое вещество? Мел. Как называется? Тогда записываем формулу. Как называется? Кальций. Карбонат. Кальций. Кальций СО3. Формула. Кальций СО3. Так. Кто желает написать это уравнение? Так, ну, пожалуйста, еще. Так, господи, подождите, как следует. Поможем? H2S4 плюс карбонат кальция. Формула. Кальций. СС, углерод. Подождите. СО. Углерод. СО3. Так, равно. Так, выделяется углекислый газ. Формула. СО. СО2. Так, газ выделяется. Так, плюс. Теперь какая реакция идет? Реакция обмена. Кальций, значит, получается обменивается с водородом. Ага, получается кальций. Кальций. Так, говорите, то, что пишете. Так, плюс еще что получается? Плюс, вчера. Вот, водород осталось и еще один кислород. Вот, два кислорода здесь, один кислород. Тогда что получается? H2O. Так, садитесь. Написали, значит, что серная кислота, как все кислоты, взаимодействует с солями. При этом у слабых кислот эта кислота разлагается на воду и углекислый газ. Хорошо, сейчас вы пишите следующий вопрос. Специфические свойства серной кислоты. Каждое вещество обладает специальными свойствами, то есть определенными свойствами. Это, вот, например, серная кислота. Концентрированная серная кислота, вязкая жидкость, тяжелая. Так, при нагревании серная кислота, оказывается, от особенностей других кислот взаимодействует со всеми металлами, кроме платины и золота. При этом серная кислота является сильным окислителем. Так, вы знаете, сернистый газ – ядовитое вещество.
Вот, значит, когда будет выделяться здесь, получится у нас загрязнение воздуха. Поэтому, чтобы чтобы не загрязнить воздух, мы его собираем в воде. В воде сернистый газ, значит, что делает? Растворяется. Так, вы записываете первое специфическое свойство — концентрированная серная кислота взаимодействует почти со всеми металлами, кроме... Записываете, да? Кроме золота и платины. Так, мы записываем уравнение реакции. Тут обязательно пишите концентрированные. Так, я положила медь. Как вы знаете, медь электрохимического ряду металла стоит после водорода. Вы знаете, вы проходили, что металл, стоящий до водорода, вытесняет водород. Вот и здесь не вытесняется водород. Так, получается вода. H2O. Это одна особенность серной кислоты, что взаимодействует с металлом после водорода. И не вытесняется водород, а получается вода. Дальше получается сульфат меди. И какой газ сказала? Сернистый газ SO2. Так, ну после реакции вы, как видите, имеется два атома серы. Поэтому перед серной кислотой ставим коэффициент 2. Тогда где еще коэффициент поставим? Перед водой. Перед водой. Вот. Значит, когда концентрированная серная кислота при нагревании взаимодействует с медью, получается сульфат меди, вода и сернистый газ. Так, ну, если получается сульфат меди, и здесь, конечно, мы не смогли видеть, что получается сернистый газ, потому что я сказала, получается и растворяется в воде. Так, тогда, если реакция идет, мы должны какой раствор здесь получить? Вы сейчас получили сульфаты. Сульфаты. Какого цвета раствор? Раствор какого цвета? Голубого? Голубого цвета. Значит, здесь должен быть получиться голубой цвет. Голубой цвет. Ну, мы недостаточно, наверное, нагрели. Так, здесь пишите, получается голубой раствор. Осадок или раствор? Раствор. Так, это, значит, первое специфическое свойство. Второе. Концентрированная серная кислота. Вы записываете. Концентрированная серная кислота поглощает воду из органических веществ. Так, написали, да? Следующее, третье химическое свойство. Характерная реакция для серной кислоты и сульфата.
Так. Когда мы определили сульфат, ион сульфата, сказали, что ион сульфата определяем ионом бария. Так, знаете, характерная реакция какая будет? Перед вами какое вещество бария стоит? Хлорид бария. Значит, хлорид бария мы обязательно должны взаимодействовать теми веществами, которые имеются. И когда вот выпадает какой осадок характерный? Какого цвета осадок? И не лепится. Сейчас написали. Сульфат определяем. Ну тогда сделайте, посмотрите. Так, сделайте. Пустой пробирки. Взаимодействуйте хлорид бария с серной кислотой. Пустой пробирки. Кем это пыталась? И посмотрите, какой осадок. Ну, какой осадок выпадает? Белый молочный осадок. Значит, тогда, чтобы найти серную кислоту и соль сульфата, обязательно требуется что? Растворимые соли чего? Бария. Потому что вы сказали, ион сульфата определяем ионом бария. Значит, вам нужны что? Растворимые соли бария. Записываем уравнение реакции. Так, Дуня, пожалуйста, к доске. Серная кислота плюс говорит H2SO4 плюс какое вещество мы сделаем? хлорид Так, равно. бария SO4 Так. плюс H2 хлор. Дальше что делаем? Уравнение. Так. Ну, теперь садитесь. Кто скажет ион сульфата как определяем? Записываем определение. Ну, до этого надо сказать. Ион сульфата как определяем? Если он содержится в кислоте или в соли. Так, а когда мы с вами проходили определение ионов, сказали, что ион хлорида определяем ионом серебра. А сейчас как будет? Это определение записываем. Кто скажет, ион сульфата как определяем? Так, вчера говорите, кто желает смелее. Ну, сокращенное ионное уравнение мы записали же. Сульфат плюс первое. Тогда определили ион сульфата. Первое химическое свойство. Откройте тетрадь. Ага, не спугали. Посмотрите. Первое. Ион водорода определяем индикатором, сказали. А ион сульфата определяем? Ионом? Бария. Значит, как будет определение? Ион определяем? Вот так, от ионом бария. Все. Записывайте как правильно. Повторяем. Еще раз. Ион сульфата определяем как ионом бария.
Коля, читай, что вы записали. Ион сульфата определяем катионом бария. Вот ион сульфата определяем катионом бария. При этом выпадает характерный осадок. При этом выпадает характерный осадок. Так, все записали? Коля, читай, что вы записали. Ион сульфата определяем катионом барий. При этом, дальше записывайте, при этом выпадает осадок, белый осадок. Вот когда выпадает белый осадок, тогда только вы должны сказать, что здесь присутствует сульфат. Ну теперь вот, пожалуйста, серная кислота обугливает или разъедает бумагу, да? Видели? Севет богато характер. Так, ну вот все. Сегодня мы с вами что проходили? Кислоты. Так. Теперь мне кто скажет специфические свойства серной кислоты. Какими специфическими свойствами обладает серная кислота? Так, кто скажет? Уля? Какими специфическими свойствами обладает серная кислота? То, что мы сейчас написали. Серная Ага. кислота действует с металлами, Ага. кроме золотой платы. Вот, со всеми металлами. При этом получается вода. Вода еще? Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Так, сейчас вы будете на этом уроке искать заход на непредельные углеводороды. Так, имеется 4 карточки. Должны постараться успеть сдать эти 4 карточки. В каждой карточке имеются сигнальные знаки. Значит, если вам что-нибудь необходимо по этой карточке, можете спросить у друга, имеющего такой знак, или когда будете сдавать, должны, значит, посмотреть те карточки, у которых имеются твоих товарищей, которых получают по 20 зачеты, принимают зачеты. Так, дальше. Когда отвечаете, записывайте на листке. А когда готовитесь, значит, у вас имеются листы бумаги. Что непонятно, поднимайте руки, спрашивайте. За подготовку на карточку дается 2-3 минуты. Так что должны готовиться очень быстро. Так, ну, у кого немножко, если трудно будут, конечно, немножко можете содержаться. Вот он, конечно, читает. Так, дальше не успели, да? Да. Поэтому эту карточку еще продолжите после урока. Не сегодня, а на следующем уроке. Понятно, да? Сейчас возьмите с собой, где это листы бумаги, где вы готовились, а карточки все дадите. Дома повторите те же вопросы. Так, тема
Серная кислота по разнообразию применению занимает первое место среди всех неорганических веществ. Серная кислота поэтому используется, то есть является важным сырьем химической промышленности, текстильной промышленности, металлургии и основном всех отраслей народного хозяйства. Сегодня мы будем изучать серную кислоту, ее применение на основе химических свойств. Ну, первое его химическое свойство или серная кислота, как все кислоты, обладает теми же свойствами, как неорганические кислоты. Так. Используя эту таблицу, сперва вспомним химическое свойство всех кислот. Кто перечислить, пожалуйста. Так, Катя. Так, первое химическое свойство всех кислоты. Изменение индикатора. Действует на индикатор. Действует на индикатор. Да. Дальше. Второе. Второе было основание. Это место основания. Получается. Вода и соль. Да. Соль, вода. Дальше. Потом основной оксид Так. взаимодействует соль и вода. Так. Взаимодействует. Потом металл. Металлами. Притом здесь стоящими до водорода. И это получается соль и Водород. изменяется водород. Так, когда записываете уравнение Рекса, запомните это. Так, следующее. Взаимодействует Соль. солью И новая соль и кислота. Новая соль и кислота. Так, хорошо. Теперь, кто мне напишет диссоциацию серной кислоты? Серная кислота является сильным электролитом. Так, пожалуйста. Кто желает написать на доске? Так, Таня. Диссоциацию серной кислоты. Все записываем. Говорите. H2SO4 Вот формула серной кислоты H2SO4. диссоциирует H плюс SO4. Так. Дальше. Отрицательный ион. 2 минус. 2 минус. Значит, серная кислота, как электролит, диссоциирует на ион водорода, или мы говорим катион водорода и аниона сульфата. Хорошо, садитесь. Теперь при помощи опыта вы докажите присутствие катиона водорода. Как это докажете? Так. Так. Теперь как докажем? Опыт делаем. При помощи чего? Индикатора. Пожалуйста. Ну, капайте серную кислоту. Изменяется свет индикатора. Вот, изменяется свет индикатор. Какой индикатор? Как изменяется? Синий лакмус краснеет, метиловый оранжевый краснеет. Краснеет. У вас краснели? Ага. Значит, от чего они краснеют? Водород. Вот, от присутствия катиона Водорода. Хорошо. Теперь следующий у нас ион. Как называется? СО4, 2 минус, сульфат. Этот ион сульфата как определяем? Вы используете таблицу свойства иона. Чем определяем? Так, ионом? Ионом бария. Бария.
Вот, ионом бария. При этом Выпадает белый осадок. вот характерная реакция. Белый осадок. Все записывайте, тут пишите обязательно белый осадок выпадает, когда присутствует ион бария. Так, записали? Да. Значит, серная кислота действительно состоит из катиона водорода И аниона сульфата. Это мы доказали. Теперь второе химическое свойство. Это кислота взаимодействует с основанием. основание. Кто напишет на доске это уравнение? Так, пожалуйста, кто желаете быстрее? Пожалуйста. И здесь вы используете что? Что используете для того, чтобы написать уравнение реакции? Таблицу. Говорите. Говорите то, что пишете. H2SO4 плюс магний. Какое вещество у нас имеется? Барий. Нет, здесь мы другое вещество возьмем. Вот это вещество. Это с основанием вы сказали. Значит, в данном случае какое это основание? Гидроксид меди. Гидроксид меди. Формула будет купрум. OH дважды. Так, это вещество находится как? Что имеется здесь? Водород. Ты взяла? Осадок. Сульфат. Гидроксид меди. Находится в осадке. Тут осадок. H. 2O. Здесь. Какой осадок? Стрелка. А синий? Синий осадок. И стрелка обратно. Вниз. Так. Ну теперь уравниваем. Что уравниваем? Так, говорите, что уравниваем? Вода? Вода. Так, теперь вы сделали эту реакцию? Соединили гидроксид меди с серной кислотой? Как происходит? Что вы наблюдаете? Что происходит? Осадок? Изменяется. Вот эти ломбаты тепли. Купатели так вот он. Дальше урок. Ага. Гидроксид меди, капаете, соединяете с чем? С кислотой. Серной кислотой. Вот туда. Куда? А это? Осадок покайырый. Осадок исчезает. Sütten kanı bulurdu. Ha? Mağın bular koydu. Dibili bular koydu muhtar. Вот, значит, осадок исчезает. Так, дальше. Это вы доказали, что реакция идет. Исчезновением осадка. А сейчас мы должны доказать в свете теории электролитической диссоциации. Значит, что должны написать? Полное ионное уравнение. Так, все записываем. Полное ионное уравнение. Так, ребята, вы, оказывается, не поняли, как надо работать. Когда я говорю, какие реакции идут, с теми веществами вы должны провести реакцию. Затем написать уравнение реакции. Понятно, да? Угу. Так, если что непонятно, спрашивайте. Так, вы говорите то, что 2 плюс SO4, 2 минус. Вода не десятилищая или мало десятилищее вещество. Так, теперь что делаем? Сокращаем. Так, получаем. Какое уравнение?
2H плюс купрум. OH 20 купрум 2 плюс 2H2O. Так. Это получили какое уравнение? Это сокращенное Ионное уравнение. Так, это уравнение о чем говорит? Вот. Какие вещества вступили в реакцию? В данном случае гидроксид меди и взаимодействует с ионом водорода. Вот поэтому у вас осада исчезает. Так, садитесь. Так, следующий опыт делаем все. Сперва сделаем опыт. Так, серная кислота взаимодействует основным оксидом. Основной оксид у вас черный порошок. Это оксид меди. Оксид меди, черный порошок. Нашли все? Так, капаем серную кислоту. Взаимодействуйте серной кислотой. Так, желательно все должны работать. Все должны участвовать. Некоторые сидят и смотрят. Не бойтесь. Концентрация серной кислоты маленькая. Так что, если аккуратно будете работать, ничего опасного здесь нет. Так, ну, что вы наблюдаете? Так, кто напишет уравнение этой реакции? Так, кто напишет? Прокопьева? Так, серная кислота взаимодействует с оксидом меди. Формула? Купрум? Купрум. Так, смотрите доску. Это не забудьте, не скажите. Так. Все записываем. Вы говорите то, что пишете. H2SO4 взаимодействует с оксидом меди. При этом получается соль, купрум SO4 и вода H2O. Так, ага, все. Так, садитесь, молодец. Правильно написано? Все правильно написано. Так, следующее химическое свойство. Серная кислота взаимодействует с металлами, стоящими до водорода. При этом обязательно получается соль и вытесняется. Еще раз говорите. Вот, вытесняется водород. Кто желает написать это уравнение? Так, Таня, пожалуйста. Так, сделаем опыт. Сделали? Опыт-то? Кто хотел? H2 плюс купрум О. Равно. Так, реакция идет? Как вы узнали, что реакция идет? Выделяется водород. Кто-то вы знали, газ выделяется. Не выделяется. А это водород. Хорошо. Так, серная кислота взаимодействует с металлами. Какой металл у вас имеется? Это цинк. Цинк. Так, как вы записали, все так написали, да? H2SO4 плюс цинк получается цинк SO4. Как называется? Так, плюс еще что? Вытесняется? Водород. Так. Значит, эта реакция уже идет. Сказали теперь. Давайте записываем опять полное ионное уравнение. Так, все используйте таблицу.
таблицу. Как называется эта таблица? Таблица растворимости. Растворимости солей, кислот. Так, Таня, говорите то, что слышите. 2H плюс SO4 2 плюс СО4, 2 минус, плюс нейтральный. Почему нейтральный? Это просто еще простое число. Хорошо, равно. Цинк, сульфат цинка. Смотрим, растворим или не растворим. Гриша? Растворим. Так, значит, получается катион сульфата и СО4 минус. Так, плюс. Так, водород нейтральный. Вы внизу пишите. Вот. Так, ну теперь что делаем? окислительная восстановительная реакция. Сокращаем, да, сокращаем. Так, сульфаты сокращаются. Получается 2H. Так, нейтральный. Так, это какая реакция? Окислительно-восстановительная. Это окислительно-восстановительная. Я спрашиваю Таню, почему это окислительно-восстановительное вы говорите? Потому что изменяется что? Так, кто скажет? Степень окисления изменяется. Вот и степень окисления изменяется, поэтому это окислительно-восстановительная реакция. Тогда мы должны написать что? А какой элемент окислитель, какой восстановитель. Записывайте. Так, до реакции H плюс, после реакции H2 О. нейтральный. Так, для электрона. Так, вы видите или нет? Записывайте. Ага. Ага. Отдает или получает? Получает. Получает. 2 плюс электрона является чем? Окислитель. Ага, является окислителем. Окислитель. 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 Так, дальше цинк. Так, до реакции. Нейтральная. Электрона. Дает. Отдает. Так. Да. Восстановитель. Так, хорошо, садитесь. Так, теперь вот эти все свойства применяются для получения минеральных удобрений. Так и пишите. Получается минеральные удобрения. Самым сильным минеральным удобрением является NH4 дважды SO4 или сульфат аммония. Сульфат аммония. Так, сульфат аммония. Вот водород, который вытесняется, идет получение аммиака. И вот этот аммиак используется для получения сульфата аммония. Еще получается суперфосфат. Так и пишите название. Суперфосфат. Так, формула кальций HPO4, кальций H2PO4 дважды. Суперфосфат.
суперфосфат. Еще мы с вами получили сульфат меди. Сульфат меди сейчас. Вот это, ребята, микроудобрение. Микроудобрение. Вот это микроудобрение, когда используете, урожайность повышается несколько раз, примерно 2-3 раза. Так, ну теперь следующее химическое свойство записываем. Это Кислота взаимодействует. кислота взаимодействует с солью. Перед вами имеется карбонат кальция. Так, нашли карбонат кальция? Ага. Так, взаимодействуем с серной кислотой. Так, что наблюдаете? Так, что наблюдаете? Белый порошок или желтоватый порошок. Нашли все? Ага. Взаимодействие с серой. Вот так смотри. Реакция. Пена холодная? Ага. Так, записываем уравнение реакции. Кто желает написать это уравнение? Например, пожалуйста. Запомните, здесь получается пена или выделяется газ. Какой газ? Углекислый. Углекислый газ. Так. Ну, серная кислота плюс карбонат кальция. Формула карбоната кальция как? Кальций Кальций СО3. Кальций СО3. Так, кальций СО3. Говорите то, что пишите. С или С? СО4. H2, СО4. Так, выделяется углекислый газ. Формула СО3. СО2 газ. Так, плюс еще Плюс вода. так, дальше И соль. Новый соль. кальций СО4. Еще это потом. Кальций СО4. Так, хорошо, садись. Это какая кислота? Тут написано, когда кислота взаимодействует с солью, получается кислота. Значит, здесь какая кислота получается? СО3. H2CO3. Так, название? Угольная. Угольная кислота получается. Так, как вы думаете, если у нас много карбоната, мы взаимодействуем с серной кислотой, получается очень много пены. Для чего можно использовать это? Пожар. Вот, для тушения пожара. Значит, это применяется огнетушитель. Огнетушитель. Далее записывайте. Так, записывайте. Для огнетушителя используется образование углекислого газа. Для огнетушителя. Образование пены, да? Получается углекислый газ. Хорошо. Дальше. Теперь каждое вещество имеет свои особенности или специфические свойства.
значит, это особенность серной кислоты. Понимаете? Вот, например, каждый человек обладает разными характерами. Точно так же вещество обладает разными свойствами. Так, концентрированные, записываем, концентрированная серная кислота при нагревании взаимодействует почти всеми металлами, кроме золота и аур и платина. Так, при этом серная кислота является сильным окислителем. Так что записывайте, концентрированная серная кислота – сильный окислитель. H2SO4 плюс. Так, взаимодействуем с металлом, настоящим после водорода. После водорода. И вот это вещество, серную кислоту, нагреваем. Сильный окислитель. Вот, посмотрите, я положила медные проволоки. Так, и здесь получается, обязательно запомните, когда серная кислота взаимодействует с металлом, получается 3 вещества. В данном случае, в зависимости от химической активности, получается сернистый газ, если менее активный. Если химически очень активный металл, получается даже сера. Так, теперь в данном случае у нас получится сернистый газ. Что не загрязнит воздух, мы собираем его в пробирке. И вот запомните, в химических заводах, где или металлургических заводах, где сплавляют, получается сернистый газ. Сейчас мы знаем загрязнение воздуха, поэтому в этих заводах установлены вентиляторы или же специальные приборы, которые собирают сернистый газ. Ну, в данном случае, как это делаем мы? Его растворяем в воде. Так, ну я извиняюсь, здесь надо сильно и долго нагревать, и получится у нас ядовитое вещество, поэтому я просто показываю, что это вещество, как реакция идет при нагревании, и реакция до конца не доведет. Согласны? Так, записываем. Значит, получается, что? Во-первых, сульфат меди, получается купрум, СО4. Во-вторых, значит, ядовитый удушливый газ, это формула СО2. Сернистый газ. Кто не знает, записывайте обязательно. Получается сернистый газ. И еще получается вода. Так, записали? А теперь посмотрите здесь. После реакции серы у нас сколько? 2 атома. Вот поэтому здесь перед серной кислотой ставим коэффициент 2. И перед водой. Так, теперь здесь идет окислительно-восстановительная реакция. Здесь степень окисления 0. Так, теперь мы должны определить степень окисления сложного вещества, в данном случае серной кислоты, всех элементов. Для этого сперва мы должны знать, какой элемент отрицательный. Все смотрим. Так, быстренько, какой элемент электроотрицательный?
Так, из 3. Водород, серый, кислород. Кислород отрицательный. Значит, степень окисления будет минус 2. Тогда отрицательных зарядов у нас всего сколько? 8. 8. Так, теперь водород плюс серый будет, и степень окисления серы плюс 6. Получается 8. Положительных знаков тоже 8. Так, теперь дальше. И здесь степень окисления изменяется. Вот посмотрите, сульфат не изменяется, да? Только изменяется степень окисления меди. Так, а здесь степень окисления серы уже изменяется. Так, здесь 4 минус, значит, степень окисления серы будет 4 плюс. Вот. Таким образом, действительно идет окислительно-восстановительная реакция, и сера является чем? Является окислительным. Сам получает 4, 2 электрона получает, так ведь? Значит, является окислителем. Вот, поэтому концентрированный, тут обязательно пишите, концентрированная серная кислота, действительно сильный окислитель. Так, а восстановителем является медь. Тут пишите восстановитель, а тут окислитель. Так, это значит первая особенность серной кислоты. Вторая особенность — концентрированная серная кислота. Тут пишите концентрированная серная кислота. Записывайте. Поглощает воду из органических веществ. Так, поглощает воду из органических веществ. Так, это используется, дальше записываем, это используется для получения из спирта этилена. Запятая. Сложных, простых эфиров запятая, высушивание белья. А ну кто говорит? Высушивание. Прачечная дорога была, когда вот серная кислота имеется, белье быстро высыхает. Так, ну дальше. Теперь вот концентрированная серная кислота что собой представляет? А? Нет, что собой представляет? Вот перед вами концентрированная серная. В том уроке я показывала. Она какая? Вот, вязкая жидкость, да? Вязкая жидкость. Вот, посмотрите, уже происходит обугливание. Уже поглощается из бумаги вода. Какую формулу написала? H2. Вот, H2 написала, да? Хорошо, дальше записывайте такое. В том уроке еще мы говорили, что это? Техника безопасности. О чем говорили здесь? Ага, есть. Вот это опасное вещество, да? Почему опасное? Вот разъедают. Вот посмотрите, да, разъедает бумагу, да? Полиэтилен, потом оно обугливает силь бумаги. Так, разъедает. Если попадет на кожу, что делаем? Стряхнуть. Вот, стряхнуть. Сперва должны стряхнуть.
Так, дальше. После Все посмотрели, После просеянного раствором гидроксида натрия. Вот. После промывания еще это промываете раствором гидроксида. Дальше, если попадет в глаза, Промыть глаза не менее 10 минут. так, Потом обратиться обратиться в в медпункт. вот, обязательно обратиться на медпункт, потому что пленка у нас очень тонкая, да? Ага, так, дальше. Если куда бы внутри Иги якытта. Чана кахаманы туттук кахабис. Маны субчак. Вот, колобор иги иендер агалар болу кыртяна алкат раны болу табытта. Ол кебелтер колобор икенде гер кебелтер тедер жака яктабы бити. Дальше. Вот. Когда, значит, вы даете теплую воду с чем? Содой. Содой. Это какая сода? Пищевая сода, поваренная сода, да? Вот эта сода, значит, применяется для того, чтобы промыть желудок. Тогда какая реакция, вы думаете, идет? Реакция Нейтрализация. Какую реакцию мы называем нейтрализацией? реакция между кислотой и основанием называется реакцией Вот, реакция между кислотой и основанием, это реакция нейтрализации. Ну ладно, вернемся к следующему вопросе. Так, третье. Особенность серной кислоты. Так, для любого вещества имеется характерная реакция. При помощи этой характерной реакции вы должны определить это вещество. Вот когда мы с вами проходили свойства ионов или реакции ионного обмена, там провели практическую работу. Не раз помните, что взяли? Несколько проверок, да? Веществ одинакового цвета. А когда, значит, вы, зная определенные вещества, которые дают вот, определенный осадок или определенный свет, вы доказали в этой проверке, например, какое вещество находится, эта проверка, какое вещество находится. Так, вот для того используется характерная реакция. А сейчас вы, пожалуйста, перед вами стоит серная кислота и хлорид. У вас имеется пустая проверка, да? Вот здесь соедините эти вещества. Ага, быстренько соединяйте. Kumahur dia kan dia dapat. Kumahur kan masih dia Когда реакция идет. Реакция белый осадок. Значит, когда присутствует, какие ионы попадают? Кто желает написать на доске уравнение реакции? Так, кто желает? Ну, пожалуйста, вот так. Так, серная кислота. Угу. 4 плюс. Да, барий. Хлор. 2 равно. Так, получается, реакция, какая реакция? Реакция Обмена. Значит, какие ионы обмениваются? водород Барий и водород. Ион водород. Атасталда. Да, атасталда урера. Тогда получается барий. Так, подождите. Пусть напишет. Так, говорите то, что пишете. Так, плюс барий. хлор 2. Получается барий SO4 плюс. Так, бария и сульфата уже записали. Тогда получается H. Так, записывайте.
Так формула пишется? Нет. Так, водород одновалентный, хлор одновалентный. Когда здесь впереди коэффициент 2. Вот так. Ну, теперь, пожалуйста, постарайтесь написать полное ионное уравнение. Так, все записываем полное ионное уравнение. Так, еще раз. Диссоциацию серной кислоты мы проходили, записали же? 2 H плюс SO 4. Манна только врубали. Так, а тут 2. Вот это таблица. Так, плюс. Теперь посмотрите, барий хлор. Растворим? Растворим. Барий хлор. На какие ионы растворяется? Барий 2 плюс хлор. Господи, потом где? А вот как индекс куда идет? Видя как процента, так, знака равенства дальше записываем. Сульфат бария. Растворим? Нет. Нет. Вот выпадает осадок. Значит, это осадок какого вещества? Сульфата барий. СО4. Так, стрелкой вниз выпадает осадок и записываем цвет. Белый. Белый, еще как мы сказали? Белый Молочный. Молочный глаза. Burada кровикатор, вид burada стакана болгарка даже. Ага, белый, молочный плюс. Плюс. Так, вот, посмотрите таблицу. H, хлор, растворим? Ага, получается ион водорода H. Это как один H. Водород, он хлор. H плюс, он хлор минус. H плюс, хлор минус. Так, а вот эти коэффициент куда идет? Перед, ага, перед водородом и перед хлором. Перед хлором теперь что делаем? Сокращаем. Так. Так, дальше. Так. Так, ну теперь записываем сокращенное ионное уравнение. Так, 4. Да, минус, плюс. Барий. Ага. Равно. Так, барий. СО4. Значит, варианты участвуют какие ионы? Ион, сульфата и бария. Так, теперь, пожалуйста, пишите определение. Определение должны написать. Именно вот серную кислоту и сульфаты каким ионом определяем? Или для иона сульфата, или ион сульфата определяем? Каким ионом определяем? Если вот белый молочный осадок должен выпадать. Ионом? Бария. Тогда как запишите? Или вот просто ион сульфата определяем ионом бария. При этом, садись, при этом выпадает белый молочный. Вот, обязательно характерный осадок. Белый, молочный. А если такого осадка не получится, значит, чего нет? Реакции нету водорода. Иона бария или иона сульфата. И где переухала. А если есть, должен указаться. А теперь домашнее задание, ребята. Откройте страницу 31-ю. 31-ю страницу. Сгорание органического вещества.
результатом продукта реакции. Так, следующий вопрос у нас будет превращение схемы. Так, записывает химические уравнения реакции и получает новые вещества. Так, и третья тип задачи — это задача решения в избытке. Так, ну, пожалуйста, первую задачу решает Алена Попова. Так, она занимается на кружке уже 4-й год. Активно участвует на олимпиадах. Так, дальше. Так, задачи считает, остальные посмотрите. Все решаем. Условия задачи записывайте. Образовалось 26,4 грамма оксида 4-валентного кислотных вещества при нормальных условиях 1,96 грамм на литр. Найти его молекулярную форму. Составляем уравнение реакции. Идет реакция варенья. Масса неизвестного вещества 10,8 грамм. Масса оксида углерода 26,4 грамма. Плотность неизвестного вещества 1,96 грамма. Сверху составляем формулу плотности. Массу умноженную на объем. Отсюда находим массу. Плотность умноженная на объем. Этим составляем пропорцию 44 грамма. 12 грамм углерода. Находим сколько 64 грамма. Так, получается. Значит, 26 граммов углекислого газа содержится 7,2 грамма углерода. Так, дальше.
Найдем массу массу водорода, которая содержится неизвестного вещества. неизвестном веществе. Из массы неизвестного вещества вычитаем массу углерода. Так, почему так делаем? Это масса вещество, которое горит. Так, вычитаем массу углерода. Тогда остается масса Масса водорода. водорода. Вот поэтому вычитаем.